Ютекунинен, добрый день. Сегодня я освещу, какую работу мы ведем по поддержке участников СВО и их семей здесь, в городе Якутске. За прошедшее время мы провели большую работу в рамках центра, который мы создали. Более 2000 заявлений прошли через наш центр. Ежедневно приходят люди, родственники. Им оказывается вся необходимая поддержка в рамках работы центра. Более 2000 обращений уже. Мы съездили в воинские части, встретились с нашими добровольцами, оказали гуманитарную помощь. И регулярно встречаюсь с семьями, выезжаю в округа, и там обозначаются следующие вопросы. Первый вопрос, который обозначали, по которому мы приняли следующее решение, он касался сотрудников Росгвардии, ОМОНа, и людей, которые отправляют сюда в командировки. Мы выслушали это дело, и приняли решение, что включим в список получателей муниципальной поддержки. Это вся та же поддержка, которая оказывается мобилизованным добровольцам для военнослужащих. Это Росгвардия, ОМОН. Поэтому прошу родственников обратиться с заявлением в наш центр Курашова 1/1 для получения всех мер поддержки, установленных нами в городе Якутске. При встречах ставится часто вопрос по работе с банками, с Управлением Федеральной службы судебных приставов. В связи с этим провели работу с банками, и с Федеральных судебных приставов. Вы можете писать заявление также в нашем центре в форме одного окна, и далее мы отработаем с банками, будем проводить регулярные встречи с банками, договорились раз в 10 дней, для того, чтобы отслеживать, как идет движение по каждой семье, по реструктуризации кредита, если это надо, по приостановлению, то есть кредитным каникулам, либо по приостановке исполнительного производства в случае судебных приставов. По продуктовому набору. Мы на текущий момент развезли более 35 тонн овощного набора. Овощной набор, хорошо отзываются о нем семьи, куда мы его привозим, он оказался нужным. И самое главное, о нем отзываются хорошо и тепло наши ребята в воинских частях. Поэтому мы продолжаем эту практику. В ноябре месяце мы доведем до каждой семьи продуктовый набор. В течение ноября месяца эта работа будет сделана. А к Новому году мы в каждой семье придем и детишкам вручим новогодние подарки. По новогодним мероприятиям. Мы приняли решение в городе Якутске. Мы откажемся от проведения культурно-массовых мероприятий в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Все сэкономленные средства, это порядка 2 миллионов рублей, мы отправим на подарки для семей по мобилизованных, и организацию детских праздников. Мы приняли решение, что не будем отказываться от проведения праздников для детей, для детворы, детских утренников. Несмотря на это время, я считаю, что у детей должен быть праздник. Помимо этого, с 17 ноября мы приняли решение, что будет предоставляться скидка в размере 10% в сети городских аптек, муниципальных аптек, аптеки города Якутска. Попрошу семьи подойти в наш центр Курашова 1/1 и получить именную карту на ваше имя, скидочную. Будет работать во всей сети, это 25 аптек по городу Якутску, на весь перечень предоставляется 10% скидка. Также мы запустили фонд поддержки финансовый, фонд Победа, городской. Мы проводим работу совместно с предприятиями. Также этот фонд откликаются горожане, простые люди. И за очень короткое время пошло движение. Поэтому призываю вас оказать поддержку фонду. Средства фонд расходует только на 2 цели. Это поддержка участников СВО и семей в случае, когда это нужно делать быстро. Когда возникают бытовые вопросы, либо вопросы, связанные с необходимостью быстрого реагирования. Абсолютно прозрачный фонд, действует наблюдательный совет и принимается коллегиальное решение. Все решения открыты. Поэтому под этим видео будет QR-код.
на главной странице сайта мэрии есть отдельная вкладка, где реквизиты, QR-код тоже указан. Все, кому не безразлично, и все, кто хочет поддержать в это непростое время семьи и участников СВО, прошу, присоединяйтесь к нашему фонду. Всем спасибо, всем крепкого здоровья, счастья.